Пляжный сезон еще не начался, а число происшествий на воде уже зашкаливает. Почему? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рустам Исламов, исполняющий обязанности помощника начальника Главного управления МЧС России по республике Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, уважаемые жители нашей республики. Мы сегодня обсуждаем тему, которую мы стандартно подводим итоги, как они прошли у нас выходные в республике. Я вот так понимаю, что число происшествий на воде, к сожалению, у нас такое зашкаливающее. Да, как уже вы отметили правильно, у нас на территории республики установилась солнечная, теплая погода, и люди массово прошли к рекам нашей республики, где проводили свой отдых. И, к сожалению, статистика сыграла не в нашу пользу. Мы за выходные дни потеряли 5 человек, из них, к сожалению, 2 детей утонули. Один ребенок утонул, вследствие чего родители оставили его без присмотра. Сколько лет? Ребенку было 2 года. То есть, второй случай у нас произошел на территории Дюртюлинского района, когда 2 мальчиков поехали на рыбалку и решили искупаться. Мальчик один нырнул и, к сожалению, утонул. На сегодняшний день поиски мальчика продолжаются, но мы до сих пор его не можем найти. Ребенка стоит упустить буквально на несколько минут из виду, и ЧП может произойти непоправимое. Расскажите, ребенок не подает никакие звуки, не кричит. Да, насколько я понимаю, когда рассказывали мне спикеры до этого, это происходит очень тихо. Ребенок, да, как вы отметили, это происходит в течение 2 минут. Когда он начинает тонуть, он тихонько уходит под воду, и, соответственно, никто не обращает внимания. То есть даже не происходит никаких криков, и вследствие чего по истечении 5 минут уже сознание ребенка полностью потерялось, и, соответственно, он утонул. И это привело к тому, что родители, так скажем, обращали внимание на свой досуг и упустили из внимания своего ребенка. И произошел такой случай, когда, к сожалению, ребенок пропал и утонул. Вы сказали, что за выходные утонули 5 человек. Мы говорили сейчас о 2 случаях. Какие еще ЧП произошли? В чем их причина? Причина, я уже отметил, это в основном купание в необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения. Люди массово отдыхают, и вследствие жаркой погоды они хотят охладиться. Но на сегодняшний день вода не набрала своих таких температурных показателей, так скажем, благоприятных, в которых люди могут отдыхать и, соответственно, находиться в хорошей воде. И вода на сегодняшний день при попадании в холодную воду, соответственно, проводятся судороги, и, соответственно, человек теряет сознание, и после чего он, к сожалению, тонет. Рустам Фаридович, мы говорим о том, что пляжный сезон в республике еще не открылся. Он открывается 1 июня. Да, все верно, он открывается с 1 числа. Но он открывается 1 июня не потому, что это... По каким причинам? Не потому, что это календарное лето. Может быть, здесь как-то соблюдается, что и вода становится теплее и так далее. Почему и по каким причинам? И будут ли дежурить спасатели? Как правило, это связано уже с многолетними показателями погоды, когда с первых чисел у нас устанавливается теплая и устойчивая погода, вода набирает те благоприятные, так скажем, температурные показатели, и после чего вода уже допустима для человека нахождения при купании. Соответственно, про дежурство. У нас дежурство обеспечено. Это отдел безопасности людей на водных объектах, это в Главном управлении, а также Государственная инспекция по маломерным судам. Они обеспечивают постоянно дежурство. Дежурство уже происходит, то есть это, так скажем, в традиционных местах купания людей. И, как правило, у нас проводятся рейды, это раздача памяток и так далее, которые говорят о том, что как безопасно провести свой отдых именно на воде. То есть спасатели сейчас на санкционированных пляжах уже дежурят, хотя сезон и не открыт? Совершенно верно, да, потому что люди уже массово. Посмотрите, буквально пример. Пляж Солнечный, это где близ монумента, там большое скопление людей, и все уже потихоньку стараются зайти в воду, так скажем, охладиться. Сколько у нас в республике в целом несанкционированных пляжей? Несанкционированных? Санкционированных, несанкционированных у нас они выявляются каждый год.
То есть эта цифра все время происходит из того, что во время рейдов выявляются эти места. Если брать прошлый год, таких несанкционированных пляжей было выявлено порядка 400, но в этом году цифра еще подводится. Это все вычисляется в порядке проведения рейдов. А сколько санкционированных пляжей и насколько их стало больше по сравнению с прошлым годом? У нас санкционированных пляжей в этом году уже подано 186 деклараций. Это на открытие пляжей. Но в соответствии с указом главы республики у нас поставлена цифра, в ходе которой мы должны эти пляжи увеличить порядка 200 пляжей. Ну и расскажите, число несанкционированных пляжей увеличивается, но при этом почему на них опасно купаться? Даже если в прошлом году у тебя все было нормально, ты искупался на этом месте, то в этом году могут возникнуть проблемы. У нас, как вы знаете, ежегодно происходит половодье, и, соответственно, реки увеличиваются в объемах, и, соответственно, по дну тащатся различные камни, различные бревна и так далее. То есть, если вы в прошлом году купались, все было хорошо, а в этом году уже течением рек могло принести различные твердые предметы, в ходе которых человек, так скажем, с радостью начинает посещать воду, прыгает в воду и ударяется головой, тем самым теряет сознание и, соответственно, погибает на данном месте. Плюс еще есть воронки, правильно, которые именно это тоже учитывается, их наличие. Есть они, нет? Но это все проводится, конечно, в ходе рейдов. Эти места стараются доводить гражданам о том, что данные воронки могут вас, так скажем, затянуть, и тем самым можете уйти под воду. А стараться всегда надо находиться именно в санкционированных местах, как я уже сказал, где дно оборудовано, очищено, осмотрено, и, соответственно, там дежурят определенные спасатели, которые всегда придут на помощь. Рустам Фларидович, а если говорить об особом противопожарном режиме, который объявлен у нас в Республике Башкортостан, вот в этой области как прошли выходные? Ну, в целом, если говорить о статистике пожаров, то в выходные дни прошло без каких-либо серьезных происшествий. С начала года у нас на территории зарегистрировано 2593 пожара, при которых, к сожалению, также погибло 98 человек, 80 человек получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, у нас допущена гибель одного ребенка, это в апреле месяце на территории Аскинского района. Что касается ландшафтных пожаров, то у нас зарегистрировано 176 загораний сухой травянистой растительности, а также произошло 10 пожаров, это в лесном массиве. Хочу отметить о том, что также у нас введены приказом Министерства лесного хозяйства дополнительные ограничительные меры по посещению лесов. Это связано в связи с тем, что у нас на территории республики установилась сухая, устойчивая жаркая погода, тем самым у нас повышаются вот именно риски возникновения ландшафтных пожаров. И вот буквально в нескольких словах, как нужно вести себя как на воде, так и в лесу, для того, чтобы избежать происшествий? Если вы находитесь на воде, соответственно, это нужно соблюдать определенные меры безопасности. Места отдыха нужно выбрать именно те санкционированные пляжи, где дежурят у нас спасатели, где у нас определены места купания. И, соответственно, это находиться в адекватном состоянии, не употреблять спиртные напитки. Но если вы находитесь с детьми, соответственно, обращать внимание на своих детей. Буквально за секунд 30, упустив из взгляда своего ребенка, приводит к таким, к сожалению, трагическим последствиям, где тонут дети. Что касается особого противопожарного режима, он у нас действует до 12 июня. Здесь тоже у нас введены определенные ограничительные меры. Это запрет на применение открытого пламени, а также применение пиротехнических изделий 1-3 класса пожароопасности. Ну и, соответственно, при такой погоде, когда у нас благоприятные дни, люди массово традиционно готовят шашлыки и этим самым используют огонь. Здесь что я порекомендую? Здесь я порекомендую использовать специальные мангальные зоны, использовать
только уголь и, соответственно, без применения только открытого огня. И самое главное, не доверяйте это детям. У нас в прошлом году были такие случаи, когда дети пытались сами разжечь мангал, и при попадании ЛВЖ, так скажем, жидкости, которая разжигает мангал, попадает на одежду, и тем самым получаются травмы в виде ожогов. Вот такие элементарные меры необходимо выполнять, чтобы не допустить трагических последствий. Спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в студию, рассказали о том, как нужно вести себя, как на воде, так и в лесу, при разведении огня и вообще в целом, где можно разводить огонь, где можно жарить шашлыки, в конце концов, и где нет. Ну, я надеюсь, что в следующий раз статистика все-таки будет более положительной, потому что, когда гибнут дети, это особенно как-то больно. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.